В марте этого года пройдут выборы депутатов Народного собрания Абхазии. Расскажите нам о подготовительных работах Центральной избирательной комиссии. Что делается на данном этапе? Начнем с того, что Центральная избирательная комиссия, вновь созданная 23 декабря прошлого теперь уже года, начала свою работу с тех нормативов и законодательных пунктов, которые утверждены в законе о выборах депутатов Народного собрания. Это конституционный закон, в соответствии с которым на первом заседании был избран председатель, секретарь и заместитель Центральной избирательной комиссии. За время, по сегодняшний день, у нас так сложилось, новогодние праздники и все такое, всего лишь мы 11 рабочих дней провели. За это время нам удалось провести 4 заседания Центральной избирательной комиссии, утвердить календарный план работы Центральной избирательной комиссии. Предварительно мы осуществили нарезку, условное такое название, округов. Вы знаете, есть проблема по Гальскому району, которую необходимо было решить оперативно и так, чтобы это было правильно, удобно и законно по Гальскому району. И ряд других внутренних документов, которые необходимы для того, чтобы начать нормально работу. К 21 числу текущего месяца нам необходимо подготовить все необходимые материалы для того, чтобы начать регистрацию инициативных групп политических партий. В связи с чем мы направили соответствующие письма в Министерство юстиции для предоставления список политических партий и регистрации соответствующих их у нас в Центральной избирательной комиссии. Мы направили соответствующие письма и в Министерство здравоохранения, и Министерство внутренних дел для проработки вопросов, связанных с внесением изменений в закон о выборах в депутаты Народного собрания. Это связано с определением заболевания граждан, кандидатов, возможного заболевания наркоманией, алкоголизмом. Предварительно о чем идет речь, это на сегодняшний день. Каждое из наших решений будет опубликовано в соответствии с требованиями данного законодательства, и каждое решение после принятия будет в обязательном порядке опубликовано. Есть план-график, я еще раз говорю, есть план-график, по которому все у нас расписано по календарному плану. В соответствии с данным календарным планом решения будут все опубликованы в СМИ. Списки избирателей пополняются, изменяются до дня голосования включительно, до дня, не считая день голосования. Поэтому сегодня говорить о точных цифрах я не хотел бы, вводить в заблуждение кого бы то ни было. Это предварительная цифра. Так называемый Гальский округ, вновь созданный Гальский округ, создан из 2 округов. Это один из Окумский, так называемый, входивший в Ткачельский район, как говорится, Окумский округ, в который входило всего лишь 250, по-моему, избирателей, и Гальский, так называемый Гальский, в который входило тоже порядка 300 с чем-то голосов. И мы сформировали из 2 один, порядка 600 голосов всего лишь. Но, вы знаете, исключать полностью Гальский район как таковой из выборных процессов, которые происходят у нас в соответствии с данным законодательством, мы просто себе позволить не могли. Но мера, по которой мы вынуждены были сократить эти участки, является временной, по-любому. То есть это сложившаяся ситуация на этот момент. Дальше что будет с этим? Дальше в связи с выявлением или изучением тех паспортов, которые были изъяты, в связи с тем, что количество людей, исходя из того, что количество людей, избирателей будет увеличиться, в связи с этим и будут увеличиться округа, то есть возвращаться на круги своя. Все это ранее распределение округов какое было, я думаю, что со временем к этому мы опять же вернемся. Это необходимо будет сделать так или иначе. Но в соответствии с тем, что у нас по нашему законодательству в парламент Народное собрание Республики Абхазия входит 35 депутатов, изменить это количество никто не вправе. В пределах этого количества у нас должно быть сформировано количество округов по всей территории Абхазии.
В соответствии с действующим законодательством округ не привязан, непосредственно привязка к административно-территориальной границе, не существует определенной привязки, и обязательной привязки такой нет в ограничении. Особое внимание при формировании округов и участков, округов, в данном случае округов, необходимо уделять равности количества голосующих. Стремиться к этому надо. Не всегда это получается, вы понимаете, может быть в одном районе огромное количество. Такая проблема у нас существовала, вы знаете, по новому району. В новом районе в 2 участках у нас к 8 тысячам количество избирателей подходило к 8 тысячам. Такая ситуация была и по Гудоутскому округу. Тоже порядка 7,5, почти под 8 тысяч голосующих. Тогда, когда в среднем по Абхазии порядка 3,5 тысяч, в среднем, я имею в виду, в среднем, если брать, порядка 3,5 тысяч избирателей на округ попадало. Вы понимаете, разность какая была? Но, исходя из того, что мы сократили количество округов по Гальскому району, мы эти округа распределили в те места, где особо большое количество избирателей. То есть теперь у нас по городу Сухум, это из 2 округов, 1 и 2, мы сделали 3 округа, в которых порядка по 4 тысячи человек. Пытаемся, во всяком случае, это все не безболезненно проходит, вы понимаете. Вокруг любого нового введения возникают кривотолки, очень много разговоров, суждений, подозрений, непонятных, конечно. Но мы действуем в рамках законодательства и исключительно в рамках закона, и исключительно из тех требований закона, которые сегодня прописаны. Кроме всего прочего, вы знаете, огромное количество нововведений было включено в данный закон. Вот огромное количество, у меня даже выдержки есть, порядка 10, по-моему, поправок, если я не ошибаюсь, точно. Да. Это связано, я уже говорил о том, что лица исключают этих лиц. Ну как? Каким образом это делать? На сегодняшний день, насколько мне известно, парламент не занимается толкованием статей закона. И ни одна из структур, кроме, наверное, Верховного или Конституционного суда. Таким правом никто не обладает. Если раньше можно было обратиться в тот же парламент с просьбой толкования той или иной статьи, то сегодня по данной статье мы должны принимать соответствующие решения для того, чтобы определить, как и в какой форме получать документ, подтверждающий заболевание или иное, в каком месте, да, тем же кандидатом, в каком месте и как должен выглядеть этот документ. Вот как. Все это мы должны у себя. Раз эта норма прописана в законе, если мы хотим отсеивать или же отказывать в регистрации тем или иным документам, мы должны иметь основание, которое говорит красноречиво и однозначно указывает на ту или иную болезнь. Заболевание или состояние. Занимается ЦИК, получается. Мы получаем подтверждающий документ от органов уполномоченных предоставлять такие документы. Поэтому мы им направили запросы, утвердили требования, которые мы на заседании здесь, и направили запросы, в котором уполномоченный орган, это Министерство здравоохранения в данном случае, Министерство внутренних дел или суды будут предоставлять такого рода справки и документы. Не просто выписку из журнала ранее 10-летней давности, что он был зарегистрирован как наркоман или как человек, болеющий алкоголизмом. А может быть, потому что есть определенная возможность и срок давности, и излечение каких-то болезней, может быть, и если тем более человек ранее проходил или был зафиксирован по той или иному заболеванию и так далее, может быть, возникнет необходимость его проверить обратно, или же сослаться на тот старый документ 10-летней, 20-летней давности. Вот в чем вопросы возникают. Они могут быть оспорены. И для того, чтобы минимизировать такого рода споры, документ должен однозначным быть, желательно, или стремиться к тому, чтобы он однозначно определял, давал определение в соответствии с требованиями того или иного уполномоченного органа.